Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В последнее время нередки случаи появления медведей вблизи населенных пунктов. С чем связано такое поведение хищников и что можно предпринять, если хозяин тайги оказался вблизи жилого дома или нежелательная встреча произошла в лесу? На эти и другие вопросы ответит наш гость Иннокентий Слепцов, начальник управления по охране и регулированию объектов животного мира дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков. Иннокентий Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, можно ли подсчитать количество медведей в лесах региона и как регулируется популяция животных? Учет бурого медведя, поголовья бурого медведя осложняется на больших территориях кратковременной и не ежегодной активностью зверя, в снежный период с его осторожностью и отсутствием данных о количестве добытых медведей и в соответствии с его численности. Вообще принцип организации учетных работ бурого медведя должен основываться на региональных территориальных особенностях. Это достигается путем использования методики, учитывающей территориальные особенности экологии бурого медведя и среды его обитания. По этой причине у нас сегодня в России нет единой утвержденной методики. На протяжении последнего десятилетия мы используем анкетно-опросный учет численности бурого медведя. Это научно обоснованная методика, и в рамках данных учетных работ мы ежегодно собираем больше 600 анкет среди респондентов. Респондентами у нас являются государственные инспектора, охотники, коневоды, оленеводы, то есть та категория граждан, которая по роду своей деятельности больше времени проводит в тайге, в местах обитания бурых медведей. И после сбора всех материалов проводится камеральная обработка, и методом экстраполяции устанавливается численность медведя. Сегодня она составляет 19 885 голов приблизительно. Если в динамике посмотреть, за последние 5 лет численность бурого медведя стоит на одном уровне, и она составляет в районе 20 тысяч голов. Это большой показатель численности. Ежегодно в целях любительской спортивной охоты добычи бурого медведя устанавливается квота на добычу. Она составляет 2600 голов. Освоение квоты составляет в районе 10-15%. При нынешней численности это значительный недопромысел. Основная проблема заключается в том, что добыча бурого медведя не имеет экономического эффекта. То есть она идет в большей степени на личное потребление. Плюс к этому дорогое разрешение на добычу, по налоговой ставке сбор за пользование объектами животного мира на бурого медведя составляет 3000 рублей. Плюс государственные пошлины 650 рублей. Скажите, а вот эти факторы могут ли влиять на увеличение популяции медведей? Да, одним из основных факторов, который влияет на популяцию, это промысел. То есть если будет недопромысел, она может иметь обратный эффект. А так в основном в природе бурый медведь не имеет себе конкурентов. То есть в пищевой цепочке она занимает высшую ступень. То есть не имеет конкурентов тот же, допустим, хищник, волк или лисица, да, к примеру, скажем, она не может повлиять на его численность. И плюс его универсальность заключается в том, что это животное, оно всеядное. То есть выживаемость у него достаточно высокая. Получается, именно поэтому вот сейчас в последнее время очень часто замечают медведей вблизи населенных пунктов. Да, и плюс на местах отсутствуют охотники, которые имеют интерес и навыки
охоты на бурого медведя. Это основной как бы показатель, который мог бы повысить промысел, показатели промысла. А зависит ли появление хищников вот, вблизи поселков от времени года? Ну, в зависимости от природных условий, в апреле, в мае месяце медведь просыпается из зимней спячки. И, как правило, в этот период он сильно истощенный и начинает активно заниматься поиском пропитания. И вследствие она выходит в свалки, которые находятся вблизи населенных пунктов. Ну, потом уже, как обычно опыт показывает, в летний-осенний период, когда уже появляются ягоды, она уходит в тайгу, где растут ягоды, подальше. Мгм. Иннокентий Иннокентьевич, ну вот нередки такие ситуации, когда вот вблизи жилого дома или дачи появляется медведь, и чаще всего его снимают просто на телефон и сопровождают это видео словами там «уходи», да, но понятное дело, что так от хищника на своем участке не избавиться. Что же делать в такой ситуации? Может, куда-то звонить, в какое-то ведомство обращаться? Ну, в первую очередь, ни в коем случае его нельзя кормить, потому что если покормишь, он будет переходить заново. Соответственно, не подходить к нему, попытаться отпугнуть его, чтобы ушел, и после того, как уйдет, ну, там, кричать, изводить громкие звуки. Ну, после того, убедившись, как он ушел, нужно позвонить в территориальное подразделение Министерства экологии. После этого государственные инспектора выедут на место, обследуют территорию, и после этого Министерство экологии вынесет соответствующее решение согласно действующему законодательству. Ну, то есть, например, в целях самозащиты устранять животное не нужно. Лучше его просто вот громкими звуками прогнать. Да. Мгм. А вот какие-то есть повадки у медведя, которые вот необходимо знать всем чуть ли не со школьной скамьи, чтобы знать, как вести себя в такой Но ситуации? каждый случай индивидуален. Никогда не знаешь, как поведет себя дикое животное в той или иной ситуации. Ну, надо понимать то, что бурый медведь особенно опасен в весенне-летний период. В это время у них идет гон. Как правило, они более агрессивны в этот период. Опасные самки медведей, которые имеют при себе детенышей, потому что они часто самоотверженно защищают своих детенышей и могут напасть на человека. Также опасные крупные медведи, старые, которые вследствие истощения зубов потеряли свойство накапливать жировой слой. Ну, они часто бывают, такие медведи часто бывают шатунами. Мгм. Это понятно. Скажите, а вот если мы берем не участок жилого дома, а берем какой-то участок в лесу, люди отдыхали в лесном массиве и нечаянно наткнулись на зверя, что делать в этой ситуации? Мгм. Ну, если вы находитесь в лесу, чтобы не встретить медведя в первую очередь, да, надо, если есть возможность передвигаться большими группами, постоянно износить какие-нибудь громкие звуки, громко разговаривать, чтобы медведь издалека понял, что вы находитесь в лесу. И можно колокольчик тот же можно на рюкзак повесить, чтобы он периодически звенел. Потом, если уже медведь появился в поле вашего зрения, да, и вы его встретили, ни в коем случае нельзя, надо трезво оценить ситуацию и уже принимать какие-то решения. Если медведь не агрессивный, он смотрит на вас любопытный, да, может быть, он может попытаться распознать вас, не понять, кто находится там в его окружении. Надо медленно отходить, не вести себя агрессивно. Если будете кидаться, кричать, можно его спровоцировать на нападение. А если уже медведь пойдет за вами, да, ведет себя агрессивно, то уже надо предпринять оборонительную позицию, постараться показаться выше, больше медведя, там, встать на какой-нибудь возвышенности, на пенечек встать, ну и износить громкие звуки. Но не бежать ни в коем случае.
То есть вот как раньше говорили, если встретил в лесу медведя, лучше замереть на месте. Или, Да. например, бывают такие случаи, когда люди притворяются условно мертвыми. Это тоже помогает спастись от Мгм. хищника? В любом случае, если медведь за вами погонится, вы не сможете от него убежать. Мгм. Иннокентий Иннокентьевич, а вот куда нужно обращаться, если человек шел по грибы, по ягоды и в лесу обнаружил не медведя, а следы? Ну, в первую очередь надо понимать, да, если человек находится в лесу, находясь в лесу, обнаружил следы бурого медведя, да, и если его там в поле зрения увидел где-то издалека, и он не ведет себя агрессивно, надо тихо уходить. Потому что надо понимать то, что медведь находится в естественной среде обитания. И не каждый медведь может представлять угрозу. И нельзя регулировать медведя только лишь потому, что он появился в лесу, там, в поле зрения человека. Ну а как вот в таком случае, например, быть тем людям, чья профессия оленевод, которые всю свою сознательную жизнь проводят в лесном массиве и, получается, делят территорию с медведями и очень рискуют своими стадами? У нас имеются оригинальные законы. Закон о табунном коневодстве, закон о северном домашнем оленеводстве. Согласно этому закону, вот эти вот оленеводческие хозяйства, да, коневодческие хозяйства, они должны у себя в штате иметь человека, который занимается непосредственно охраной пастбищ, охраной оленей, охраной. Получается, он уполномочен в некоторой ситуации ликвидировать медведя или занимается их отстрелом намеренно? Нет, он уполномочен, ну, он охраняет, ну, простыми словами, пастух, который имеет опыт и знает навыки медведя. То есть таким способом он может сохранить поголовье своих оленей. Ну, когда уже появится угроза, да, если медведь представляет реальную угрозу, ну, тогда уже надо выходить в Министерство экологии, чтобы для вынесения соответствующего решения. Давайте поговорим с вами, наверное, еще и о мерах, так сказать, профилактики. Как оградить себя от встречи вот, в селах, на дачных участках, чтобы медведь вот, ну, даже случайно не забрел? Ну, очень часто дачники или в селах на свалках выбрасывают остатки еды. И это практикуется в придорожных кафе. Остатки еды, испорченный мусор. Поэтому вот, надо утилизировать остатки еды всеми другими доступными способами. Мгм. Спасибо вам, Иннокентий Иннокентьевич, что пришли, ответили на наши вопросы. Будем надеяться, что многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.